Ваша улица, наша площадь. Если мы с вами сегодня не воспользуемся политической ситуацией и не сделаем доброе дело для нашей земли, стыд нам будет и позор. Поэтому надо стоять насмерть. Я призываю вас, граждане, до тех пор, пока мы не совершим свое дело конституционным путем, закрытыми здесь. Живая Беларусь! Хочеться стіни посети не глядеть у твари, а злые, бридкие, які там сидять. Я не говорю про всіх, я говорю про ту участку депутатів, яким ви вручили владу, і які у час перевороту ганебно або сховалися на дачах. Сьогодні ми отримали з Могилєва текст, як секретарі первичних партійних організацій Могилєва в перший ж день дружно підтримали спробу, дружно підтримали рішення ГКЧП. Это ганьба для этой партии, и после этого она не имеет права морального працевать и денежить на территории нашей республики. Звестки, які ми отримали про канали, и частка з яких уже опубликована, становятся недовольными. Псковский завод обсталявання сувязі в день перевороту отримав заказ на 250 тысяч пар наручников, терминовую нарихтовку и гарантии от Урала Павлова в полном забезпечении металлом. На наручники у их металлу хапає. У нас есть звестки, что такий ж цех запрацював на одним з заводів в Мінську. Я закликаю еще раз усіх прийти сюди, бо тут прийдеться постоять, прийдеться некий час витримати, але повинен скончитися цей проклятий пригнет цих лгунов, які умудрялися заявляти про свою прихильність до демократії і суверенітету, і ганебно зрадили, кинули у перший ж день это. Живе Беларусь! И сегодня самое главное выражается тут, на этой площади, в той зале. Сегодня оппозиция пропонует заборону деятельности коммунистической партии, национализацию маемости, створение властного войска и это далее. Але будет только одна до вас просьба. Будьте тут, не разыходьтесь. Коли вы тут, коли мы отчуваем своими спинами вашу подтримку, нам легче змагаться с большевиками. Шановні представники Страйкама і представники Белорусского народного фронта, я пропоную вибрати вам старшиню нашого сходу на площі. Пропоную профессора Юрася Викторовича Хадыку и его наместника Лечорку. Чому я это пропоную? Настав такий час, коли з'явиться шмат скоморохов і Жириновських, і всяких провокаторів, які будуть говорити всякую лухту. Не треба їх слухати, треба слухати розумних людей, які будуть розумно вести наш сход. Треба не забываться, что мы цивилизованный народ, мы цивилизованным шляхом оборонили законность, мы законным чином идем до нашей незалежности и до нашей свободы. Прошу проголосовать. Кто за мою пропанову, как Юрась Викторович Хадыка, его наместник Лешорка, были керівниками нашего сходу на площади. Прошу опустить. Кто супроть? Сподіваємося на вашу поддержку. Живе Беларусь! Сегодня, как никогда, решается подлинная судьба и подлинного суверенитета Белоруссии и всей его дальнейшей жизни. Еще раз я призываю всех вас быть на этой площади до окончания сессии, для того, чтобы не только поддержать, но для того, чтобы быть истинным глазом народным как глазом Божьим. Потому что для нас сегодня самое главное — это свернуть голову коммунистической гидре, чтобы она перестала керовать народом. Отставку! 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 Отставку!
И путем информации решать. Спасибо. Освободят меня Верховный Совет, если надо освободить. Спасибо. У сувязі з тим, що документально засвідчено об підтримці хунти старшиною Верховного Совета Сподаром Дементєєм і його намісником Шеладоновим, я пропоную це посідження вести першому наміснику, а не старшині Верховного Совета, питання об яким буде поставлено на этой сессии. Уважаемые товарищи, наверное, надо любого, кого мы собираемся тут казнить, надо выслушать сначала, а потом казнить. Шаладонов тоже предал интересы белорусского народа. Алло, Шаладонова! Ему не место на трибуне. Надо выслушать любого человека, потом... Надо вывести всех членов бюро ЦК с этого зала. Разрешите. У них руки в крови. Во главе с Малафеевым, который второй раз предал интересы народа республики. Первый раз предал, когда в 86-м году была катастрофа в Чернобыле. Вы втроем, Кебель, Дементей и Малафеев, были ближайшими соратниками шайки Шлюнькова, членами бюро его. Народ вам простил. Теперь этого народ никогда не простит. И надо убрать Шаладонова немедленно с трибуны. Не позорьте Верховный Совет и белорусский народ. Давайте к микрофону. А вы не закрывайте. Иди к микрофону на трибуну. Вы не имеете права никакое говорить. Морально. Я слушал. Я уже Я прошу тогда перерыв, если будет... Я на заседании сессии Николая Ивановича на трибуну. Иди. Что вас когда Говорили, я молчу. Это позор для Беларуси. У нас Смотрите, как живет белорусский народ. И чем ему гордиться? В какой нищете, обворованности он живет. И чем им гордиться? Не кричи по духам, не кричи по духам. Не кричи, порядок соблюдай. Четвертый микрофон. Порядок будет в конце, то концов и не будет порядка. Как может называться такая организация партий? Подумайте, ведь это же стыд. Ни одна себе, даже шайка не позволит себе такого. Ведь весь верхний аппарат, включая членов бюро, ЦК, обкомов, горкомов, массово начал выходить с партии, бросая. Разве это партия? Разве это организация? О какой партии вы отстаиваете сегодня? И о какой партии вы говорите? Ее не существует. Вы говорите, Станислав Станиславович, что не надо искать виновных. Надо, Станислав Станиславович, чтобы этого больше не повторилось. Чтобы каждый знал наперед, что если только он посмеет поднять не то что кулак, как Давлют говорил, а только палец, он будет немедленно отрублен. И только во имя будущего, во имя наших с вами малых деток мы это должны сделать. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. И хочу вам поведать про то, что отбудется теперь в зале посвященной сессии Верховного Совета. Як завсюди Николай Дементей почав ведення сесії у своїм обичному режимі, у своїм звичайному режимі, у режимі повної алогічності. Опозиція пропонувала конкретний блок повестки дня, конкретні пропанови. На великий жаль, ви бачили, що ніякі пропанови опозиції не пройшли і пропанови президію Верховного Совету, окремя питання про союзний договор. Таким чином, у наявності назирається те, що на мові міжнародного права називається парламентським кризисом. У будь-якій іншій правовій державі виник парламентського кризису – це автоматично розпуск парламенту і нові вибори. Але тепер президіуму дав ще один шанс. Йому пропонували зняти свою пропанову, таким чином достається усилля пропанови депутатської опозиції. Ви бачили так само, що комуністичні депутати отмовили поставить в повестку дня питання персональной отказности Дементея,
персональной отказности членов президиума, об национализации маёмасці КПСС и гэтак далей. Я выступал и закликал их прислухаться, хотя б для ныне, разумеюсь, політично, прислухаться до голосу интуиции. Бо департизація, націоналізація на все ровно відбудеться. Але вона відбудеться знизу. І може здаритися, що вона відбудеться, скажімо так, не зовсім цивілізовано. А ми пропонуємо їм цивілізовані шляхи усіх гэтих діянь, конституційні шляхи, тое, що фактично вчора почав робити Єльцин. Але саме дивне, що у гэтих людей, у гэтих большевиків, у гэтых палітычных динозавров адсутнічае нават пачуццё уласнага самазахавання. Таму я прапаную вам застацца тут, на гэтай плошчы. Сьогодні якраз критичний момент. І єдиний шанс, коли ми можемо разом з вами перемогти диктатуру і усталювати демократичний лад на Білорусі. Допоможіть нам. Я звертаюся до всіх білорусів, до всіх жителів Мінська. Приїдьте на площу, допоможіть нам змагатися з цією диктатурою. Живе Білорусь! Живе! По сегодняшнему заседанию видно, что этот Верховный Совет не руководствуется не Конституцией СССР, которую они говорят, что мы должны защищать. Казалось бы, там все тоже расписано. Они не руководствуются не Конституцией СССР и, по-моему, не нравственностью, не моралью. Остался вот сейчас после перерыва, наверное, последний шанс. Если все-таки Верховный Совет примет предложенную повестку оппозиции, в чем я глубоко сомневаюсь, и примет те проекты постановлений по каждому пункту этой повестки, то может быть еще родится какое-то слабое чувство того, что все-таки мозги Верховного Совета начнут работать в нужном народном направлении. Хотя я не верю в это. Но если не примет, надо ставить кардинальный вопрос один – распуск Верховного Совета. Другого пути нету. Вопросы, которые нам надо решать, эта хунта не хочет решать. Значит, обстановка накалилась до предела. Мы сейчас обратились к минчанам по радио, чтобы они сюда собирались. Назад, я вас не ничего делать в этом плане. Я прошу вас, звери, что ли? Остановите! Идите его назад! Пойдем! На площадь! Пойдем на площадь! Там оттуда до хлеба! Зараз, як ви чуєте, то, що повинно було статися. Фактично, у залі Верховного Совета сидить хунта. У їхніх руках кнопки. І вони вирішили любими шляхами вижити на этой сесії. Це, розуміється, вони зараз опинилися у такому становищі, як неколи у Гашека, коли ви пам'ятаєте бравого солдата Шлейка, один гандляр продавал австрийской армии корову. Корова была худая, одни кости и шкура, и старая, напевно, 200 годов. И тем не менее, он так клялся, что это хорошая корова, что якая она молодая, якая она сытая, як она доится,
что те австрийские офицеры выпучили в очи и от невероятности не могли видеть, как так можно говорить. И они начали плевать на этого Гандера, бить его стеком, топтать. И он все равно на земле кричал, что очень хорошая корова, купите, доится и так далее. И настолько они были уражены, что не купили эту корову. Вот глядячи на эту сумку, у меня такое выражение, что они хочет продать корову. Ніяка мораль, ніяка, що б не було, глядять собачими машинами і зразу розбігаються. Для нас не застається ніякого зараз вибору, а крім того, як рихтуватися до усеогульної всебілоруської забастовки. Отбудется ядерная забастовка. Я не ведаю, як отнесется наш народ, слухаючи ось гэты цинічны спектакль. Але калі гэтага не адбудзецца, то гэтыя самыя кунцісты, якія рыхтавалі нам ужо рэпрэсіі на 5-6 дзень, ужо было ўсё падрыхтавана. У нас ёсць звесткі, каго ў першую чаргу павінны былі арыштаваць і адправіць на той свет. То калі гэтага не адбудзецца, то ўсё зыдзе з рук. Нам плюнуць у 100-й раз у обличье, и будем мы ходить на наше рабочее место, глядеть у их циничные физиономии, слушать их циничные речи об консолидации и так далее. И хватит прикрываться словами, а простых коммунистов. Сегодня нет простых коммунистов. Либо я помогаю этой проклятой Богом власти, либо я действительно человек и хочу жить по-человечески. И да благословит вам Господь. Что произойти на территории Беларуси, если правительство поднялось еще какое-то время? Тихоня в больницу увезли. Наслышаны. Левного еще с Хлопці,
Спокойно, спокойно, все спокойно. Мы европейцы, вспомните. Все, хай идут, отпускайте, хай идут. Депутат Гончар, я думаю, нам не надо дискредитировать деятельность Верховного Совета в очередной раз. Есть вещи очевидные в любом правовом государстве. И даже подозрение в антиконституционной деятельности делает абсолютно и автоматически невозможным продолжение деятельности высших руководителей. И если не хватает гражданского мужества и политической совести уйти, наконец, давайте еще раз проведем голосование. И я думаю, что это голосование будет уже последним. Уходите отсюда! И все! Главный зачистник республики! Выходите за трибуну! Вы не славного права! Это хуже славного и главный идеологический организатор! Вы полтора года призывали всех людей! Объявите направление голосования. Давайте объявите направление голосования. Давайте сенсацию про бандурку Ленинградской атомной станции. Два слова. Зараз у нас перерахунок об'явили. Почули об'яви, опрос КПСС, все, що було зроблено. Вилізли з попередження на трибуну Малафєєву, його загнали на трибуні далі, поскольку його в Україні, і так йому було і заявлено. Що дотичиться Мінцея, то всі заяви, які були йому зроблені, на фоні якого воздействия. Це кримінальний чоловік, його проєкт відмінено. Сидіть і не услугує. Зараз продовжена сесія. Значить, ми будемо ставити питання, як розглядання протоколу будинки ЦК Горкома, там мы можем искать документы. У нас есть известие, что в Горкоме документы смешали. За добровольку там стояли и громадянские пикеты. Так само. Добре було. І що ще? Конечно, зараз, шановні громадяни, треба нам повна підтримка ваша, тому що одні депутати нічого не роблять, і при умові буде розпущення на КПСС і преобразування нашої структури, то ці структури повинні нам висити, повинні діяти, просто без структур нічого не буде. Хорошо? Они сюда подойдут ближе. Поэтому лучше вон. До Марка, встаньте. Не надо. Товарищ старшина, подождите еще. Сегодня, я не могу через верх с вами разговаривать. Сегодня по распоряжению Пилипенко были выставлены посты, в том числе и здесь. На каком основании было приказано ни одного человека не упустить в здание? Вы когда заступили сюда на службу? Во сколько часов вы заступили? Вам передавали ваши предшественники, что никого не упускать. Очень интересно. Оттуда, с этого здания, всех посторонних вывести, кроме милиции. На каком основании выводить? На каком основании? На основании приказа вашего начальника Пилипенко, генерала. Начальник Пилипенко еще не закон. Или для вас Пилипенко? А кто для вас закон? Малафеев, что ли? Вы на сессии примете. Ладно, старшина, иди гуляй, делай свое дело. Подумайте про своих детей и внуков. Тихо, все. Вы давайте не это. Что надо Фамилия! Разрешите пройти. Спокойствие, пожалуйста. Спокойствие, Вот так.
Постой. Девочка, стой. Напечатай, вот. Так, друзья, минуточку внимания. Пожалуйста, большая просьба. Ну как это? Моя фамилия Дельковский. Я председатель комиссии по законности Минского горсовета. Член Сойма Белорусского народного фронта. Значит, первое. Во избежание любой штурмовщины, которая может быть здесь со стороны провокаторов, попытки уже были, равно как и со стороны архива, я попрошу всех для начала отойти. Представители общественности находятся внутри. Есть там народные депутаты. Связь есть как здесь, так и с другими. В настоящее время, через 20-30 минут, сюда подъедут с решением исполкома. Решение исполкома Минского горсовета гласит о том, что опечатать здание ЦК, обкома и взять под охрану. Это решение уже есть, понятно? Організація КПВ-КПСС. Ми внесли пропанову об спиненні і забороні діяльності КПВ-КПСС як організація, яка в особі свого бюро відкрито підтримала путч, відкрито, будемо казати своїми словами, призвала до фашистського терору. У нас пропанова, яка, як я лічу, цілком юридично підрихтована, але большевики гэтага не зробити не хочуть. Усялякі абвяшчэнні суверэнітэту пасля таго, калі не будзе зроблена гэта, не будзе забаронена КПВ-КПСС, яны зноў нам мала чаго дадуць. Таму мы цяпер зрабілі перапынак, яны былі вымушаны зрабіць перапынак, цяпер яны гэту прапанову вылучаюць. Момант цяпер адказны, можа здарыцца так, што сёння нам на плошчы будзе патрэбная ваша падтрымка. Тому я вас вельми прошу, мы еще будем, правда, звертаться до народа, до менских громадян трансляцию. Теперь пойдите, позвоните своих знакомых, обзвоните, соберите тут людей. Бо только когда вы тут на этой площади, только на этой евро, может до чегось дойти. Там собрались люди, которые уже вчора обвинувачивали нас в этом перевороте. До этих людей ничего не доходит, они кончатково стратили розум. Але у них есть только одно, у них засталося только одно почуття, когда уже атрофировалось сумление. У них засталося почуття страху. Мы теперь потребовали опечатать ЦК КПБ. Было известно, что тем же самым Минским городовой партии сегодня ночью полили документы, полили списки, по яких повинны были брать нас. И мы, безумовно, когда пункта прозрымалася, уже сегодня, видать, были негде на нарах. Але страшно и то, что были на нарах мы. Страшно то, что снова бы наш народ захлынувся у крови, як это было в 1937 году. Это организация злочинная. Покуль большевистская зграя будет иснаваць, покуль она будет топтать наш народ, не будет этому народу счастья. Тому подтримайте нас, это покуль одиное, что вы можете сделать, подтримайте нас тут, на этой площади, а мы будем змагаться за ваши интересы там, у зале. Живе Беларусь! Дякую! Віншую вас, жихари Білоруської Советської Соціалістичної Республіки. Мы за это 83 года змагались. За все. И коммунистов заборонили, за незалежность. Вот еще может, еще. Закон Белорусской Советской Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон. Thank you.
надо же смотреть по конечному результату. Если результат есть... Установлена деятельность КПСС завтрашнего дня. Поздравляю! По одной почти за неволей шагай. Гей, 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 за неволей шаг. По заходний край стежка стелется. Гей, 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 стежка стелется. По другой почти столь невернейшей. Гей, 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 столь невернейша. Зайдете на усход, за неволей шагай. Гей, 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 за неволей шаг. Выбирал жаўнер третью стежачку. Гей, 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 третью стежачку. Повела я на родную лежачку. Гей, 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 родную лежачку. Я думаю, что эта песня могла быть такой шаговой маршевой песней белорусской национальной гвардии. Живет Беларусь! Дякую, шановна громада, що ви вистояли такі тяжкі дні тут, на площі. Ще вчора не було ніякої певності, і сьогодні на раніці було вельми тривожно. І так само не було певності. Розпускали всякі плетки, що ОМОН тут іде рижський, що будинок замінірований, якої тільки глупство. Але ви чули, я говорив про отдел дезинформации, який є у КДБ. І наместник старшини КДБ клявся, що немає такого отдела. Я йому хотів сказати, що вже хто-хто, а я готова проведати, що таке отдел є. Так ось, ще і на раніці не було певності, але ми добре ведемо психологію цих людей. Вони тільки силу вважають. І хоч вони тут були, як кажуть, опущені, тому що нема у їх вже зараз ніяких ні аргументів, ні психологічних, ні логічних, але це супротивлення цинічне, глумливе, і воно відчувалося весь час. І до якого нахабства доходили. Навіть Малафеєв вийшов без спросу на трибуну. Він ще хотів nešto говорити. І тут депутати не витримали. Вони несколько десятков чоловік побігли і сказали: вон отсюда, у тебе руки в крові, ти без спросу депутатів, хто тебе сюди пустив, одним словом не дали сказати слово. І потім колись все ж таки намісник, шануючи, як він сказав, господаря Змінцея, який йому слово представив, дав йому те слово, то всі демократичні депутати покинули зал. Його ніхто не слухав. Що ми добилися?
Мы добились максимуму, чего можно было в этой ситуации добиться. 100% добиться тут было немагчыма. Але мы все-таки, я лечу, добились максимуму. Так вот, была такая небеспека, что яны примут суверенитет, а потом зарежут департизацию и зарежут все питания, связанные с хунтой. И такие потуги были, сапраўды. Ставилася на перший план принять 72-й артикул, это такий хитрый был ход. Ставилося питання спочатку там суверенітету, все это ходы робилися. Але мы были уже на чаку. И тому нам удалось настоять таким чином, как все ж таки разглядались первые питания об спынении деятельности КПБ, КПСС, об департизации, об национализации маёмости. И повинен вам сказать, что в основном эти законы приняты. И вот только после того, когда прошли все эти постановы об департизации, об национализации, об спынении деятельности КПБ, или тогда были приняты постановы об том, как Комитет державной безопасности подпорядковать только Верховному Совету, Министерство внутренних справ только Верховному Совету, вот им либо и с войсками. И с войсками. Это вельми важно, потому что, створаючи национальные войска, мы не повинны его створать на пустом месте, где мы возьмем строю и так далее. Треба вот на основе тех структур, какие есть. Это вельми важно. И только после этого мы приступили до закона о суверенитете. И он принятый как закон об надании конституционного статуса декларации в державном суверенитете. Конечно, это не то, что мы хотели. Мы сделали вельми хорошую постанову об объявлении незалежности республики, где был пункт о денонсации договора 22 года и расписаны все питания. Ну, яны оказались вельми осторожными, и я разумею, яны, так сказать, думают еще, максима, нечто вернется, ничего уже не вернется. И это было принято. Я не ведаю, ці чули вы тут трансляцию, мне было только 3 минуты, я вельми спешался и, так сказать, ну, сконцентровал основные думки. Але это была тая ситуация, когда интересы супали, але яны супали не на одной основе. Ихные интересы, конечно, іншого плана. Им не на выходу зараз. Не на выходу. Яны боятся, с одного боку, нашей демократии, боятся народа, а с другого боку, яны бачат, что объективно уже Советского Союза не існує, Компартии уже не існує, КПСС распадается, и деваться им нема куди, просто нема куди деваться, як ніяким чином своє становище тут улагоджувати своим народом. Нема куди. И тому яны вымушены были пойти на этот крок. Я лечу, это найвеликшая завоева, и законодавчая, и дипломатичная, и психологичная, потому что створена основа. Когда не была створена основа с департизацией, с забороной, с припинением КПБ, это не была перемогой. А так, это сапраўды перемога. Але, шановная громада, это только початок. Повинен включиться активно народ у підтримку Верховного Совета, оппозиции Верховного Совета. Потому что он недолго будет існувати, все равно. Але треба у підтримку этих законов. Коли не будет такой підтримки, то все структуры у них засталися. Они подорваны, але яны, я кажу, еще не зникли. Они только, я кажу, психологично подорваны. То яны зведут до того, что все эти завоевы, яны не будут реализованы. Они не будут реализовываться, они просто не будут выполнивать. Тому треба их примушать. И это только первый крок. Только первый крок, але наступный крок, на який мы выйдем, это с уснятыми стягами, оптимистично, с песнями, с потребованиями, на законной основе, не боючися нікого, не зневажаючи, а як свободные люди, справджуючи того, що досягнув наш Верховний Совет супроць КПБ, яка ще існує і много може наробити шкоди.
Мы зараз законно будем змагаться с этой гидрой. И в этом сенсе вельми важно нам это разуметь. Коли такая подтримка будет, то я уверен, Беларусь будет и свободной, и незалежной, и не коммунистичной, и демократичной. У нас Беларусь, наверное, 10 миллионов, компактная территория, выдатнейшее геополитичное становище, выдатнейшее, все шляхи и поветренные, все идут про нас. І маючи незалежність, ми можемо це використовувати вельми ефективно, коли ми використаємо і нашу електроніку, і наші розуми, наші мозги, коли ми будемо любити нашу батьківщину моцно, то у нас є усі можливості стати свободним, щасливим, заможним народом, і нас будуть поважати, шанувати, і тоді життя наше буде радісним. А жить добре – це сама найвеликша коштовність. Просто ми давно не жили, мы не жили еще при свободе. Мы еще добре усведомляем, что это такое. И вот начинается разница. Так давайте ж памятать об том, что от нас будет залежать, как будет должиться наш светлый день. Живе Беларусь!